Такого от таджиков не ожидали даже местные власти. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как народ наш наконец-то научился отстаивать свои права. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. Судебное дело по выплате компенсации группе бывших работников Анзобского горно-обогатительного комбината продолжается уже третий год. Бывшие рабочие заявляют, что получили серьезные травмы на производстве, и руководство УАО Анзобский ГОК обязано выплатить им ежемесячную компенсацию. Вахид Захидов, житель Айнинского района, говорит, что около 30 лет назад потерял зрение в результате взрыва на Анзобском ГОК. Ему сейчас 67 лет. До 2015 года я получал ежемесячную компенсацию в возмещение вреда здоровью. 7 лет назад выплаты прекратились. Руководство комбината ссылается на банкротство и говорит, что не обязано выплатить нам компенсацию. Уже 7 лет мы обращаемся в различные государственные структуры. Все нас слушают, но никто не слышит, говорит инвалид. По словам Вахида Захидова, до 2015 года он и другие рабочие инвалиды ежемесячно получали компенсацию в возмещении вреда здоровью в размере 230 самани. Возобновление выплаты компенсации в возмещении вреда здоровью требует еще 9 бывших рабочих, получивших различные увечья во время работы в Анзобском ГОК. После того, как их обращения в профсоюзы и в госучреждения остались без ответа, они написали заявление в суд. А как вы относитесь к тому, что люди вот уже много лет отстаивают свои права? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Анзобский горно-обогатительный комбинат с проектной мощностью 700 тысяч тонн руды в год и выпуском 30 тысяч тонн ртутно-сурмянного концентрата был образован в 1970 году. В 2005 году на его базе было создано совместное таджикско-американское предприятие «Анзоб». Доля таджикской стороны в уставном капитале составляла 51%, американской 49%. Американской стороной были привлечены инвестиции в сумме более $4 миллионов, в основном на поставку современного оборудования, а также для улучшения финансового состояния предприятия. В 2006 году Таджикистан продал свою долю акций в СП «Анзобский ГОК», после чего компания стала обладателем 100% акций. Американская. Первоначально рабочих, которые получали ежемесячную компенсацию возмещения вреда здоровью, было 29 человек. За это время некоторые из них ушли из жизни. Заявление в суд по поводу возобновления выплаты компенсации подали только 10 бывших рабочих Анзобского ГОК. Суд выяснил, что с 28 апреля 2011 года выплата ежемесячной компенсации всем 29 инвалидам была возложена на Управление социальной защиты Айнинского района, и до 2015 года все бывшие рабочие исправно получали компенсацию. Управление социальной защиты больше не существует. Некоторые его функции переданы местному отделу Агентства социального страхования и пенсии Таджикистана. В представительстве Агентства социального страхования и пенсии Таджикистана в Сагдийской области вступили на защиту инвалидов, заявив, что акционерное общество Анзобский ГОК является правопреемником Анзобского горно-обогатительного комбината, и до мая 2015 года никаких документов о его банкротстве не существует. Хуршед Ахмедов, сотрудник Агентства социального страхования и пенсии Таджикистана, сказал, что суд так и не принял окончательного решения по поводу выплаты компенсации бывшим рабочим инвалидам. По его словам, инвалиды имеют право на получение ежемесячной компенсации, но от какого ведомства неизвестно. Другой сотрудник агентства, который предпочел остаться неназванным, отметил, что с мая 2011 года Управление социальной защиты Айнинского района в согласовании с Агентством социального страхования и пенсии Таджикистана платило рабочим инвалидам ежемесячную компенсацию. Выплаты прекратились после выявленных правонарушений в ходе проверки прокуратурой работы Агентства социального страхования и пенсии Таджикистана. Какие именно нарушения были выявлены, собеседник не сказал, лишь отметив, что сотрудники прокуратуры сочли незаконным прием документов бывших рабочих Управлением социальной защиты Айнинского района. Юрист Бахтиер Насурлоев считает, что бывшие рабочие Анзобского ГОК с самого начала должны были подать жалобу не на ОАО Анзобский ГОК, а на Агентство социального страхования и пенсии Таджикистана. Дело в том, что выплата ежемесячной компенсации была возложена на Агентство социального страхования и пенсий. Ведомство не должно было отказаться от принятых на себя обязательств, но они прекратили выплаты после прокурорской проверки, а рабочие вместо того, чтобы потребовать выплаты от агентства, подали жалобу на предприятие, говорит Бахтиер Насурлоев. С другой стороны, по его словам, ОАО Анзобский ГОК согласно законодательству не должно было объявить о банкротстве до тех пор, пока не выполнены все обязательства перед работниками. Получивший травмы на производстве бывший работник Анзобского ГОК остался один на один с проблемами, как и многие другие.
ОАО «Анзопский ГОК» – горнорудное предприятие по добыче и обогащению комплексно-ртутно-сурьменных руд Джиджикрутского месторождения, расположенного в Нинском районе Сагдийской области. По официальным данным, осенью 2006 года 51% акций таджикской стороны приобретены американской компанией за $3 миллиона на аукционе по английскому методу. А как вы думаете, люди смогут добиться правды и возмещения компенсаций? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Может, вы знаете подобные случаи, когда люди пытались получить компенсации, но этого не произошло. Также напишите нам. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.